Кадочнина, филолог, литературный критик, поэт. Родилась в 1987 году в Камбарке. Окончила филфак УТГУ. Работала учителем русского языка и литературы в школе, живет в Ижевске. Я бы хотела жить в чистом, заснеженном поле, в темной воде, в черно-белом огромном кадре, где ходуном ходят деревья, дышат кони, шумят шмели, но никогда не бывает слов. Я бы хотела стать невысоким холмом, чтоб никуда не идти и только смотреть на звезды, как они совершают очередной круг, на облака, идущие в дальний путь, на движение травы или весеннюю первую землю. Я бы хотела смотреть на это всегда, ибо счастлив тот, у кого в кармане лишь ветер, чье время не знает ни прошлого, ни будущего, чьи мысли превращаются в звуки мира, воздуха, осени, первой листвы, последней птицы. Катька Растегаева, поэма «Шара», отрывок.
Я спросил у Луны, что такое Луна, а Луна оказалась строптива. Ты в глазах у себя не заметил бревна, так не плюнь же в колодец. Спасибо. Я спросил у дороги, а что есть она? А дорога глаза закатила. Надо мной стояла все та же Луна, и с дороги уйти просила. Шар вращается, в шаре сила. Дмитрий Валынов, что ты пела, Луна? Богдан Амхиногенов, поэт, музыкант, исполнитель, сотрудник Дома дружбы народов в городе Ижевск. Житья проба. Отрывок. Я знаю, я вроде бы чувствую житья от слова джикать. Считаю великим искусством аккуратный удмуртский быт. Скажет бабушка: «Остенен море, ты со мною життя воршуде, ты со мною уча воршуде, ты со мною пурга воршуде, с вами в мире и мне не пусто. Ты со мною вондыр жиє,
Ты со мною піснек вижиє, ти со мною пігач'я вижиє. Петров день. Кречь, напев на Петров день. Записанный забыла где. Это напев рода Чудзя. Сейчас скажу. Весь горный Петров день, да, деревня Бакай, род Чудзя. Записала Елена Борисовна Байкова, наверное, так, аранжировка Эльбруба.
Шевчи Аким, ты спросил у меня, ну к чему это ты пишешь стихи? Тратишь силы, как волк для сахи. А спросил ли мой друг у отца, что созрел на полях ночь и день, почему он шумит? Ночь и день сам с собой говорит. А у речки спросил ли мой друг, почему она вечно журчит, не смолкая струится бежит? А весною в садах соловей почему распевает цветей? Ты об этом спросил ли, мой брат? А можно свет на сцену? Мы стихов-то не видим по такой темноте. Можно свет включить? Свет в студию.
Ребят, вывалось просто героя. Вы сидите и даже видите. А время уже прошло достаточно много. Мы думали, что вы будете гулять, ходить, слушать, общаться, а мы будем фоном. Но ничего не получается. Ну да, такой материал, такие стихи прекрасные, что невозможно, конечно, наверное, отдать сообщению друг другу, чтобы это было фоном, но притягивает. Ну ладно, пусть у нас будет сегодня такой глубокий заплыв. Стишок кто-то читает? Нет. Никто. Никто? Вообще никто? Хорошо. Значит, следующая песня сразу, да? Песня называется «Птица с Бурдо». Если ты это птица, если я это сон, значит я буду сниться с раскаленным крылом. Если я то разлом, моим светом сияние, мимо птичьих кричит. Денис Бесогонов, это мой очень хороший знакомый, его уже давно с нами нет, ну это мой ровесник, прекрасный поэт. Тихий снег падает сквозь сомкнутые глаза. Море успевает заснуть раньше, чем кончит шквал. Ушедшие в плавание 1000 лет назад матросы застыли и не придут на бал. Царевна плачет, а слезы ее как лед. Лебедь не скажет, что писано на роду.
торжественно тонет вмерзший в хрусталь осетр, словно варяг, плевавший на ерунду. Все мы в молчании, даже оглушены, но из глубокой лазури исходит свет. Голубь и цепь золотая, и посох из той страны, где нет железного слова и смерти, нет. Дмитрий Манилов, песня «Рыбка». Плывем дальше. Алексей Арзамазов, филолог, удмуртский поэт, доктор филологических наук, профессор, живет в Ижевске. Вспышка. Это была вспышка, усиление ветра ночного. Листья шевелились, как мыши в доме Туна на краю деревни. Картонные квадраты одиноких людей сдувало, поля до небес. Куда мы попали? Солнце нас обжигало, глину тел превращая в кувшины. Мы росли, и в наших сердцах росли секвойи. Это вспышка любви. Так и живут от одной до другой, ослепляя друг друга, а потом закрывая глаза. Шуан Кречи. Два свадебных напева родни жениха, деревни Бабина, деревни Булатова. Запись Марина Ходова, обработка Тыловиком. Шуан? Шуан! Свадьба!
сердечко наковай. Утомись, утомись, малышка, детку Бог баюкает чутко. Божья мать, храни малютку, ангелок, закрой ей глазки, пусть спит сладко до утра. Финская колыбель. Что ж, братец, мне принесет, что другой принесет? Птица хоть принесет. Уложила спать я птицу и сама легла. Встала, не помнит меня птица, не помнит меня черная птица. Плачу и иду искать, пригорки качаются, когда иду в гору. Пришла на луг, мой братец косит траву. Не видел ли мою птицу? Ее крыло коснулось неба, другим крылом море захватило. Плачу и иду искать, иду, причитая. Не добею
держитесь. У меня уже вопрос. Ну, спасибо вам большое, что вы слушаете нас. Вас осталось 7 минут. Ты что говоришь? Раз, два, три, 4 песни. Нормально? Вы держите? Я надеюсь, вам вас слушать. Спасибо вам большое. Вы просто молодцы. Воткинс рулит. Букелян Гречь. Кто-то читает? Кто-то читает? Ты читаешь? Марина, я читаю. Реки, древние реки. А? Древние реки. Да, точно. Алексей Арзамасов, «Древние реки». Тебе и во мне, в каждом из нас, удмуртов, живут древние реки. Вала, Кельмеч, Лылга, Люга, Улёг, Луджа, Ува. Тихие, закрытые от солнца, сосновым покрывалом. В них тонет столько людей. Порой умелые пловцы идут ко дну, распахивая глаза. Реки забытых маршрутов, реки лесов и лугов, реки скошенных и толмасов, заросших полей. Высокие облака прячет вода. Мы живем, и течение рек несет нас назад, вперед, между вчера и завтра, наши пути. Кто из нас знает имя своей реки? Мой лукужок, отправляйся уже. С хорошими думами выходи, уж не оставляй плохое. Напев свой споем, да скажем, да заплачем от печали. За громом расставь нас, не сердись. Журчит и льется все время, да только вода бежит, бежит, бьется о берег, а пиву задевает. Листва с деревьев на воду падает, кружась куда-то вперед, журчит, льется, отзывается, как будто понимает.
Ну что ж, я прочитаю стихи своего друга Александра Медведкова, кандидат исторических наук, у меня здесь написано археолог, призер множества интеллектуальных всероссийских игр, культурный блогер и поэт. Поэтому прочитаю его стихи. Жар идет горлом, но происходит и сердцем. На него не поставить чайник, он не может заставить планету вертеться, не является также предметом коммерции и поводом для печали. И все, что нам остается, это молча смотреть, как жар в сердце сливается с шаром солнца. Арсений Тарковский, Александр Мансков, «Белый день». Еще один мой любимый поэт. Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Никогда я не был счастливее, чем отец стоит на дорожке. Белый, белый день. Никогда я не был счастливее, чем Анатолий Бакун. Запилился в пол дерева, скрылся вдоль берега, бился мечтой отверть. Раскалился до белого, слился с пробелами, кружево круговерть.
Отлетают окалиной, тают проталиной годы, минуты, но вдруг откроется тайное, луч сна случайного, и мы с тобою одно. Зима пришла в южное, и вовсе не южное. Сколько метелей и холодов, сколько снегов. Как в оправдание за опоздание месяц глядит, так печально суров из облаков. Щурится нам зима, хочется лечь в снега, и, несмотря на жестокий мороз, выкупать нос. Еле все важные, пятиэтажные, в небо глядят, строятся в ряд и говорят: в небе не звездочки, а ведь до полуночи, и остается нам даже ждать и полчаса. Кто-то срывает грим и разрывает дым в синих потоках звезд, молчит чистота. Денис Бессонов. White Christmas, Иван и Берлин Юрьев. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear
Пицца Толбо. И финальная, я так понимаю, пицца, друзья. Наталья Бесогонова. Улицы чисты от машин, елок на снегу хоровод. Полночь читали часы, значит, позади Новый год. Холодок живой на щеках, лунные лучи, туча рвет, снег пушистый сжала в руках. Впереди опять целый год. Каблучки пойдут, подожди, ветер по губам снегом бьет. Вся зима еще впереди, только позади Новый год. Плюс как год Мэри Хэт Бэйби, нам нужна ваша помощь. Нужно будет петь вместе с нами My Lord. Это будет примерно так. Мэри Хэт Бэйби, вы все вместе поете. My Lord. Попробуем. Мэри Хэт Бэйби, My Lord. Мэри Хэт Бэйби, Oh my Lord. Сейчас нужно будет Oh my Lord. Еще раз. Мэри Хэт Бэйби, My Lord. Вторая. Мэри Хэт Бэйби, Oh my Lord. Снова. Мэри Хэт Бэйби, My Lord. The people. А дальше много букв. Так. Брюс какой? Мэри Хэт Бэйби. Раз, два. Раз, два, три и... People keep coming, but the day
большое аплодисменты. Бабушкин. Да. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, прекрасного иммунитета и на уровне духа, и на уровне души, и на уровне тела. Всем нам. Будет хорошее настроение, будет и здоровье, и все остальное. Это точно. Спасибо. Друзья, напоминаю, что у нас вот здесь литература. Не забывайте, можете посмотреть. Может, если что-то понравится, купить.